Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Борисов Антон, и я ученик 7 Б класса. Тема моего доклада – это мифические образы в лексике английского языка. Цель моего доклада является изучением мифологии других государств в лексике английского языка. Для достижения цели я поставил следующие задачи. Изучить историю английского языка, перечислить государства, повлиявшие на историю английского языка, изучить значение недель и месяцев в английском языке и проанализировать, какие мифы преобладают в значениях месяцев и недель. Английский язык – это международный язык, на котором разговаривает вся планета, и изучение ее занимает важную роль в образовании в нашей стране. С каждым годом ее значение растет, и есть много вопросов о происхождении тех или иных слов. Для начала рассмотрим этапы развития, появления и формирования английского языка. Историю английского языка многие филологи и лингвисты делят на три периода – древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский. Непосредственными прародителями английского языка и народа являются германские племена саксов, ютов, англов и фризов. В 597 году до нашей эры начинается всеобщая христианизация Британии, благодаря Римской империи. В 878 году начинается завоевание англосаксонских земель датчанами. Это те самые викинги. В середине XI века жители Северной Франции завоевывают Британию. Языком аристократии судов стал французский, языком науки осталась латынь, а простой люд продолжал говорить на англосаксонском. Вместе с завоевателями пришло заимствование. Немаловажную роль повлияла культура, в частности мифология тех стран. В житейском понимании мифы – это старинные предания о сотворении мира и человека, рассказы о деяниях древних богов и героев и фантастических существ. Таким образом, отголоски мифов и иностранных завоевателей мы видим в следующих словах. Манды происходит от общегерманской конструкции, обозначающей День Луны, как и германские племена и скандинавские страны верили в силу Луны и Бога. Tuesday обозначает День Тюра, однорукого бога воинской доблести. Wednesday – День Одина, верховного бога скандинавской мифологии. Thursday – День Тора, часть бога грома. Friday – День Фриги, скандинавской богини замужней любви. Saturday – День Сатурна, но это уже древнеримский бог земли и посевов. Sunday – День Солнца, тут объяснять, думаю, не надо, все язычники поклонялись Солнцу. Как мы видим, название недель имеет отношение к германской и римской мифологии. Теперь рассмотрим на название месяцев. Они в английском языке вытекли из римских традиций, которые оставались на территории британских островов около 4 столетий. January – январь. Назван в честь бога Януса. По легенде он имел два лика. Один смотрел вперед, а другой назад. Таким образом он мог видеть начало и конец года. March – март. Назван в честь бога Марса и планеты. Римляне верили, что в этот период удобен для войн. Май получил свое наименование в честь римской богини Майя, которая была богиней весны и земли. Июнь выдуман в честь богини Юноны, которая является символом замужества. По сей день некоторые люди верят и предпочитают вступить в брачные узы в июне. Некоторые месяца здесь не включены, потому что они несут в себе историю и лексику Римской империи. Это числительные и имена великих правителей. Посмотрим на следующий слайд. Мы проанализировали статистику мифологии, которые остались в значениях названий недель. В названии дня недель по данной диаграмме видно, что преобладает германская мифология, но в названии дня суббота присутствует римская мифология. Saturday, день Сатурна, это древнеримский бог. В названии месяцев преобладает мифология и числительные. September, October, November, December означают 7, 8, 9 и 10. Кроме того, исторические имена были увековечены в названиях месяцев. Юлий Цезарь получил месяц июль, а император Август – август месяц. February – февраль. Название произошло от латинского слова, которое означало очищение. В древности дома после зимы выглядели очень грязными, и в то время, которое занимал этот месяц, считалось благоприятным для очистки дома. Все те, кто изучает английский язык, знают названия дней, недель и месяцев, но не задумываются о значении этих слов и считают их исконно английской лексикой. Следующая диаграмма показывает, что есть необходимость просвещать учащихся о таких интересных фактах о английском языке. Мы проверили опрос среди кадетов Якши и поняли, что не все владеют информацией, что эти названия содержат в себе мифологию разных стран. Заключение.
Английский язык является одним из сложных языков, где на основе лежат несколько языков, таких как готский, кельтский, германский, французский, латинский языки. И не зря называть его смешанным языком. Как мы поняли, каждая культура оставила значимый след в лексических нормах этого языка, где отображены языческие начала. На данном этапе изучения мы увидели, что германская и римская мифологии оставили след в лексике английского языка. Кроме того, проведенного опроса пришли к выводу, что необходимо создать наглядные дидактические материалы значений названий дней, недель и месяцев для расширения кругозора и побуждения изучения английского языка. Спасибо за внимание.